Кумиром миллионов можно стать за 3 секунды. Об этом знает легендарный советский баскетболист, тренер, чемпион и призер Олимпийских игр Сергей Белов. Каждый, кто хоть немного интересуется спортом, знает об исторической игре между командами СССР и США в 1972 году за золото в Мюнхене. Тогда советская команда в буквальном смысле чудом вырвала победу у соперников. 3 секунды до конца матча. Сейчас будет приведен в порядок, приведено табло. 49-50. Впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру идет Иван Едешко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа! В числе тех 12 олимпийских чемпионов был и гость Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Сергей Белов. Студенты факультета физической культуры могли лично пообщаться с лучшим баскетболистом всех времен. Таким его признала Международная федерация баскетбольных ассоциаций. Также на встречу приехали олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР, баскетболистка Светлана Забалуева и генеральный директор школьной баскетбольной лиги КС Баскет Алексей Фролов. Первым тренером быть самим собой прежде всего. Потому что если бы он с детства меня загнал в какие-то рамки, это был бы конфликт, потому что, несмотря на возраст, я был человек, который всегда пытался доказать свою правоту. И этот человек умел выстроить наши отношения так, что мне казалось, что все решения принимал я. Это, наверное, самая главная заслуга преподавателя. Приезд знаменитых баскетболистов в Уфу был приурочен к проведению в городе суперфинала школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Эта лига имеет большую популярность в стране и направлена на развитие школьного спорта. Совершенно не случайно мы суперфинал проводим здесь, в Уфе. У нас всегда есть право выбора, у нас всегда есть те регионы, которые нас с огромным удовольствием приглашают и ждут. Мы видим здесь большое количество заинтересованных людей. Мы видим здесь прежде всего заинтересованность президента республики Башкортостан, с которым мы встречались и который, как нам кажется, проникся все-таки идеей развивать баскетбол, потому что на уровне федерации, на уровне министра спорта сегодня задаются вопросы по созданию профессиональной команды, по строительству игрового зала, поэтому я думаю, что с нашим отъездом, наверное, ничего здесь не закроется, слава богу. Баскетбольные звезды рассказывали об истории своего восхождения на пьедестал почета. Будущие тренеры давали советы молодым педагогам по воспитанию подрастающего поколения. Студенты же, в свою очередь, просто засыпали гостей вопросами как общего, так и личного характера. А у вас есть дети? Вот. Да, чем они занимаются? Пошли они по вашим стопам? Спасибо. Ни в коей мере. Ну, во-первых, дочь у меня заканчивает в этом году философско-социологический факультет, это в Пермском государственном университете, и больше она расположена, ну, как сказать, к водному спорту. То есть вот, когда мы посмотрели с Сергеем, что когда она взяла мяч и как она его бросила в кольцо, там, в 7-летнем, 8-летнем возрасте, мы сказали, что Настенька, лучше не надо тебе баскетболом заниматься. В общем, ну, больше она любит, конечно, вот, она у нас, знаете, видимо, наверное, более умственный такой человек, да, она любит философствовать, вот это ее. Непосредственное общение с мировыми звездами спорта дает начинающим спортсменам стимул к тому, чтобы дальше развивать свое мастерство. Ведь они, кумиры миллионов, такие же простые люди со своими страхами и переживаниями, которые они удачно преодолели, поверив в себя.